Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цепандин. Как видите, мы находимся в ресторане Red and Green. И к нам сегодня в гости пришел старший пожарный пожарно-спасательной части номер 2 города Якутска Уланбек Давлеталиев. Уланбек, приветствую вас на нашей программе. Да. Спасибо, что решили принять участие в нашей передаче. Да, и учитывая то, что у нас кулинарное ток-шоу, мы его так называем, чем ты к нам сегодня пришел? Что будешь готовить? Ну, сегодня мы будем готовить очень простое блюдо. Оно супер обычное, очень быстрое, и продукты на него есть в каждом магазине, можно сказать. Это будет что-то типа макароны по-флотски. Но это не макароны по-флотски, тут нету названий. Самый главный критерий у нас, мы его часто называем так, просто вкусно. Главное вкусно, может быть просто, может быть и не просто. Почему выбор пал именно на это блюдо? Ну, потому что он вкусный. Вкусный, да? Вкусный. Хорошо, а опыт готовки есть? Умеешь сам? Да. С готовкой на «ты»? Да. Молодец. Давай, с чего надо делать? Начинаем мы с чистки лука. Как долго времени, как быстро это готовится? Ну, от 30 до 40 минут. Ну, в общем, за время передачи мы успеем, да? Да. Если 40 минут, то предлагаю начать. И, Уланбек, я не могу не спросить первый сразу вопрос. Для моего уха, для всех якутян Уланбек, довольно необычное имя, согласись. Да, и фамилия, да. Откуда родом? Ну, этот вопрос я всегда слышу на протяжении всей своей жизни. Да. Ну и, скорее всего, если будешь продолжать Якутии жить, будешь слышать до конца своих дней, как говорится, да. Так и будет, наверное. Откуда имя? Имя это киргизское, потому что у меня отец киргиз, а мать якутка. Мать, получается, во время она обучалась в Хабаровске, училась в Хабаровске. И там встретила отца, и завертелась у них любовь, морковь, вышла замуж, родила. И благодаря этому родился ты. Родила 2 сыновей. После семья приехала в Татинский район. Мама татинская, получается? Да, мама татинская. Переехала в Тату с нами 2, с братами, со мной. И я школу закончил в Усть-Тате. Это деревня в Татинском районе. Так. А ты изначально говорил по-якутски? Нет, изначально я не говорил по-якутски. Да, у нас воспитание шло на русском языке. На русском. Такой интернациональный брак, и поэтому выбрали нейтральный русский язык. Да, получается так. Да. Я знаю, ты же говоришь по-якутски. Да, я знаю. Причем свободно. Да. А как ты учился? Приехал я, значит, 4 года в деревню, и, естественно, там все на якутском разговаривают. Да, ты ни бельмеса не понимаешь? Да, я ничего не понимаю, я маленький ребенок, 4 лет. Повезло, когда ты маленький, еще быстро дети переучиваются. Да. И, в детском саде, получается, начинают на якутском обучать, родные, все окружающие. И за 2 года я уже свободно говорю на якутском языке. Я, можно сказать, даже... Лучше некоторых? Вообще, не. Да. Нет, глядя на тебя, никто и не скажет, что ты киргиз, короче, да? Да. То есть, это всегда так, внешне мы похожи, да. Только спрашивают, по имени смотрят, имя не якутское. Подожди, ты не якут, что ли, типа там? Да, да. Приходят, смотрят, сначала имя смотрят, приходят, потом, а ты не якут? Хахаву такында дейді. Мен хахавын дейді, я якут дейді. Имя какое-то, почему такое сразу? Почему такое странное? Да, почему именно странное? Это рассказывают, мать якутка, отец киргиз, вот так. Скорее всего, курьезы же бывает. Скорее всего, начинают сначала по-якутски разговаривать с тобой, да, незнакомые люди. Да. Да. Кто не знает имени на якутском, конечно, да. А кто знает имя, сразу на русском. Да, обычно же так бывает. В Китай приезжаешь, все начинают с тобой по-китайски говорить. Я говорю, по-китайски не понимаю. Смотрят на сторону, говорю, что прикидывается, типа, да? Ладно. А как ты считаешь, вообще важно знать родной язык? Конечно. Это вообще, считаю, для якутов самое важное знать якутский язык, потому что даже на моем примере, даже если у тебя имя не якутское, но ты знаешь якутский, хорошо им владеешь, то ты свой.
Да, ну якут, да, да, свой. Да. так и у Проще, нас как говорится, да, адаптироваться. так и получается, да. Ага. Хорошо. Ну тогда ты школу закончил в Тате. Дальше как происходили дела? Дальше, ну, переехали в По-моему, Якутск. сковородку надо уже вырубать, да? Да, надо. коротко. На какой огонь? На Сильный? максимально, да. Максимальный? Да. Хорошо, пусть греется. Пока греется, да. Мгм. Ну, обучение как... Школу закончил. Школу закончил, да. Мгм. И, ну, поступил, значит, в ЕГТ. ЕГТ. А Да, почему? Ну, потому что только там меня взяли на высшее образование. Ну-ну-ну. Ага, и начал я учиться, обучался 5 лет, высшее образование как-никак. Ну, студенчество прошло нормально. Мгм. Как всех жили с мамой, братом, вместе все жили в съемной квартире, Мгм. снимали. И что, закончил обучение и взяли в армию. В армии, ну да. Да, в армию обходной лист и, конечно, повестку вручили. Поехал в армию на 1 год, получается. М. И сначала в армию взяли меня мотострелковые войска, но там я прослужил всего 2 месяца, так как в Владивостоке в морской пехоте не хватало людей, и меня перенаправили туда. Морпех. Да, морскую Ну то есть пехоту как во бы Владивосток. это же недюжинная физическая подготовка нужна. Да, и там отбирали, приезжал, получается, вот морпех и отбирал бойцов. Мгм. Ну, проводили физические испытания. Самое сложное было бег. Бегать в противогазе, это было самое сложное. Ну что- да, наверняка, но да. брали только тех, кто эту дистанцию пробежал. Смог добежать, короче, Смог добежать, и я Тупо, да? прям изо всех сил старался. Но я добежал, конечно, Ага, и поэтому, наверное, меня и взяли. ага. Не, ну действительно, морпех это же такие. Мгм. И Это нормально? надо Так, дальше что? Так, дальше. Вот это самый обычный набор замороженных продуктов, овощей, фруктов. Мгм. Не фруктов, а овощей чисто. А вообще так. Да. А там что у тебя? И Морковка, я вижу, тут- картошка. Да, тут перец, Ага. морковь, баклажан, кабачок. Мгм. Ну, это может быть вообще что Ну, угодно. Практически Да, все, что угодно. любой набор овощей должен быть. Ага, Тут не обязательно какой-нибудь, кто как хочет. понял. Мы его выливаем и, Тоже тушим. да, ну, по факту мы его жарим, но по факту как бы размораживаем чисто. Да-да-да. Тут- Когда я учился в школе, на букву П было П пожарник. А оказывается, что так неправильно. Нет, Да, П- пожарный. пожарный будет. Да, Все пожарный, люди а, привыкли. Да-да-да, пожарник, да. Ну, то есть немножко неправильно называли, да? Мгм. Хорошо. Как началась твоя карьера именно пожарной? Да, ну, значит, я опять в очередной раз искал работу, Мгм. и тут мне брат подсказывает, а почему бы тебе пожаркой не устроиться? Мгм. Пожарную часть. А я думаю, и вправду, эта работа такая ответственная, такая, ну, тут помогаешь людям. Мгм. Да, в общем, я подумал, и почему бы и нет, и попробовал вот свою резюме подать. Мгм. Я пошел в отдел кадров, там Мгм. поспрашивал, что и как, и ну, начал все это дело продвигать. Ну. И А сложно было начал. вообще устроиться? Вообще устроиться, да, сложно, там конкуренция большая, Мгм. там прежде всего смотрят образование, наличие армии обязательно, конечно же. Мгм. И вот, ну, тут, наверное, сыграло Ну, роль Так. то, что, ну, у меня образование высшее, Мгм. все-таки как-никак. Мгм. Может, то, что я в армии морскую пехоту закончил, это морская да, пехота да. тоже Ну, то так есть, значит, ценится, да. Физическая подготовка, Да, которая физическая обязательно, кажется, мне подготовка. нужна. Да? Там есть вступительная физическая подготовка. Я, получается, все сдал на отлично. Это тоже немаловажно. А что сдают?
бег, подтягивание. Противогазе? Нет. Нет, слава богу, да. Да. Бег, подтягивание, О, челночный чуть бег. поменьше. Вот эти три самых Ага. самых обязательных, получается. Ну, сдаю и проходит психологический отбор тоже. Там на внимание, на реакцию тоже все проверяют. И То есть- здоровье, да. Да, да, здоровье, конечно, да. Здоровье в первую очередь тоже проходит в ВВК, в поликлинике. Там все очень серьезно. Военная там, врачебная комиссия, да, по-моему, да? военно-врачебная комиссия. Так, Там все очень серьезно, там от А до Я смотрят. ну да, да, да. Да, так и должно быть. Ну, хорошо, что у меня Здоровье не, здоровье, не да, подкачало. не подкачало. Ага. Все было нормально, все Ну, то есть исследования. на начальном этапе, получается, профильного специального образования не требуется. Нет, А, и возраст, наверное, Но- да? До скольки-то? не требуется, но желательно. Желательно. Прям в приоритете берут их. Ну да, если Академия МЧС, то, конечно, сразу Да, в первую да. очередь. Да, да, да. Ну их мало, я так полагаю, да? Так, нам сейчас надо залить фарш. Фарш. Да. Фарш какой? Обычный? Фарш обычный говяжий. Говяжий. Ну, можете, Я так понял, любой может да, подойти. да, можете любой Так, куриный. свиной. пожарили лук, овощи потушили вместе с ним, Мгм. разморозились. Да. И Ну, короче, все визуальное, не по времени. ага, начинаем вот. И фаршик. Так, возьмем лопаточку посильнее. Сейчас она более-менее разморозилась, вот это. Ну да, вот конечно, так, лучше да. размороженный. Ну, можно и не размороженный, надо Да, в можно процессе. и не размалывать, если можно торопишься. сразу так навалить, да, можно Да-да-да. и в процессе можно раздалбливать, Мгм. разморачивать. Вот, сейчас надо прям хорошо обжарить, вот это тут самое главное, наверное, Да, и будет. чтобы не поджаривалось, ну, как бы не прикипало. Тут должна корочка образоваться на Мгм. фарше, вот это вот самое это, Корки, да, шкварки. понял. Ставим посильнее. Еще посильнее, да? Слушай, ну хорошо, ты поступил. Как приняли в коллективе? Дедовщины Да. не было? Нет. Голова, ты идешь на пожар, мы тут карты играем. Нет такого? Нет, такого нету. Ага. Все думают, наверное, раз сотрудник, раз погоны, как в армии думают. Да-да-да. Да, ну, Ну, вот есть расскажи как- вообще про внутреннее распорядок. Как начинается вообще день? ну, Дежурство. Дежурство начинается с того, что кто сменящийся караул, он готовится к пересменке, к Мгм. сдаче дежурства. Кто заступает, естественно, готовится к заступлению. Да? Да, к приемке. В приемке дежурства. На сколько времени? На какое время дежурство заступает? А, ну, развод у нас с 8. Мгм. До 8 надо все подготовить. Кто сдает к сдаче подготовить, кто принимает приемки должен подготовиться. Вся форма одежды должна быть вся чистая, вся Ну, боевая, короче, ну, уже боевая, да, по- боевой готовности. полностью готова. Ага. Да, кто сдает, должен все оборудование подготовить, все ПТВ, программы технического вооружения должен все Мгм. подготовить, все должно быть в исправном состоянии, а также техника, конечно. И Ну, то есть, как 8 бы, часов. чтобы раз и не было такого, что «Блин, ребята приехали на пожар, а шлангов Да, нет». конечно. Да-да-да, Это все, всё, короче, проверяется, да? э, То есть есть специально ответственные люди, либо каждый там уже несет как? нет, у каждого пожарного, у каждого командира есть свои обязанности, да, и по этим обязанностям он принимает. Ну, скажем так, должностные инструкции. Да, по должностным инструкциям. Так. И развод у нас происходит как в армии. Тут уже как в армии. Ну да. Тут что это построение вся. Очень строго все. Да, построение, равняй, смирно. И уже там в этом моменте уже все распределяются по своим. Кто что принимает, распределяет. Ты это принимаешь, ты то принимаешь. И после развода что начинается приемка. Приемка дежурства, а кто сдает, сдача дежурства. И проверяется вся, вот, как я сказал, все оборудование, все ПТВ, начинаем принимать. Если будут какие-то замечания, все сразу на месте устраняется. И, Максимально быстро. Да, и около 30 минут
происходит вот пересменка. Мгм. После, если никаких замечаний нету, то сменяешь караул, отбивай, принимаешь караул, засыпает на дежурство. Караул, да. Ну хорошо, Да. вот караул с 8 до скольки? 20, с 8 до 8 утра, Сутки. да, в сутки. А не спамши? Нечто. Не спите? А, нет, есть ночной отдых, да. Ну. Не, ну если Естественно, ночь как, наступает. ночной отдых, конечно, есть. Ну. Как это без сна? Не, ну никто действительно, сможет, я да. говорю, ну 8 до 8, ну невозможно же с закрытыми глазами сидеть. Да. У нас Правильно? есть распорядок дня есть. Это, ну, тоже как в армии у нас прям такой висит. Ну, со строго, строго- строго Да, всё. строго по часам. Прием пищи, Ага, прием полдник, пищи, там да, туда-сюда, да? да. Ну, с утра мы начинаем обучение в классе тактики. Мы как студенты там повторяем теоретическую часть. Мгм. У нас в каждую смену какие-то темы идут, М, повторения. как Да, Скажем так, темам. теоретическая да, часть, да? теоретическая часть. Слушай, а сколько, ну вот, давай подробности, да? Сколько отрядов вообще одновременно заступает на другую? Сколько вообще, вот, ну, условно, не дай бог, тревога, ну это бывает, что делать, да? Говорят, ну, вот звонок, пожарную часть, пожар, Два улица, отделения. Два отделения. у Два нас, отделения. Да. а если 3 пожара? Если 3 пожара, то с подрайонных, Ну то есть соседних частей разные части. вызывают, Ну у да. вас вторая часть, Если- которую вот вы Ага. говорил, по-моему, на Дежнево, да? А несколько частей. Сколько частей вообще в городе есть? Вообще в городе 7 частей. 7 частей. Ну то есть 7 столько частей. пожаров не может быть. Нет, может быть, конечно, Ну, может быть, но, не дай бог, конечно, но да. если что, да, вот Мгм. отдыхающий караул, ну, у нас сутки через 3 идут, график работы, Мгм. и кто вне работы, те поднимаются и И заступают. подключают. Ну, Да, если вдруг да, пожары, подключаются пожары, то да, они могут Да, подключиться. у нас есть резервные техники, Ну, конечно. запасные, так Ага. сказать, и пересаживаются на эти резервные техники и И выезжают ждут, на пожары. и ждут, да? Да, и если пожары нету, то тут, конечно, если есть, то Ну, наверняка-то бывают дни, Сейчас. когда, ну, ни одного вызова нету. Или да, есть? бывает такие Бывает. дни. Ну, просто сутки просидел, теоретическая часть, покушал и домой. Да. А потом Ну, 3 дня отдыха. Да. Ух ты. И, ну, прям так, как некоторые, наверное, думают, мы целый день не спим. Не, ну У да, нас, конечно. У нас Так идет это и сложно. практическая часть идет. Да. Мы отрабатываем нормативы обязательно каждую смену. Ага. Инициируем пожары, ну, типа, если такой пожар будет, мы действуем так. Чтобы слаженная работа была, мы постоянно практикуем вот эти нормативы. И, ну и также мы еще выезжаем на объекты, ну, там школы, торговые центры, М, и там проводим ПТЗ, пожарно-тактические занятия. м. У нас, Учения, да? да, учения. Ну да, Учения бывает. Общие учения бывают, да, иногда. Да, общие тоже Да. между частями бывает. И таким образом мы всегда должны быть готовы, всегда должны знать, в каких зданиях какие пожары могут быть Могут и быть, да, как да, да, в них в таких ситуациях действовать. Как говорится, ну, информирован, вооружен. Мгм, Правильно? да. Да. А какие самые сложные пожары? Самые сложные пожары в деревянных домах и высотках. В высотках они сложны тем, что Надо подниматься. да, надо идти. подниматься не по лифту, а по лестничной площадке. И вот это всю пожарное вооружение, все оборудование надо тащить на себе. Ну да. И это, Ну, не дай бог, 9-этажный дом на 5-м этаже не подступиться по лифту либо сверху, либо снизу, да? да. А деревянные дома Деревянные дома просто потому, что быстро горят, наверное. быстро горят, и у них везде, во всех щелях есть огонь, бывает огонь, и их очень сложно поймать, поэтому надо действовать очень быстро и слаженно. Мгм. Так, ну, мясо у нас, фарш у нас тут уже. Да, уже я вижу у тебя шкварки уже готов. пошли. Да, по-моему, огонь поменьше надо делать. Ну, смотри сам. Да. Делаем поменьше. Ага. Берем мы обычную томатную пасту, Хорошо. любую томатную пасту, а можно вообще даже томаты взять. Помидоры С порезать собственным мелко. соку можно, да. Ну, помидоры тоже. Ну, я беру томатную пасту
И нам нужна ложка. Держи. Так, ну в такое количество я где-то, Кладешь. да, А много не надо? одну столовую ложку, да, много не надо, то она. Так, нальем воды. Так. Вода готова. Ну, как бы растворить Да. пасту, да? Да. Я б побольше добавил. Ну ладно. Еще банку вывалил бы, наверное. Потому что я люблю помидоры. А тут ты делаешь как чуть-чуть как заправка, да? Да. Ну, Хорошо. слишком много томата мне не, ну, Не идет тебе. кто как хочет. Ну да, я и У говорю, кого-то- я бы всю банку вывалил бы. У кого-то может быть изжога от томатов. Такое Ага. часто бывает. Ну. Я кушаю помидоры, заправляю их кетчупом и томатным соком запиваю. Я люблю помидоры. Вот еще чуть-чуть воды нальем. Еще водички? Да. Держи. Ну, Сковородка у тут уже полноценное тушение пошло, да? Да. Потушим. Тут чуть-чуть тушу. Помешаем еще. Итак, у меня еще такой вопрос. Уланбек, какие, наверняка есть нормативы. Ты же сказал, что вы живете по распорядку, у вас там, как в армии, все строго, по часам и все прочее. Есть какие-то нормативы, ну, допустим, вы же все время должны быть на чеку, на готове сидеть, Да. правильно? Да. Есть какие-то нормативы, допустим, ну, сигнал тревоги, звонок Да, есть поступил. нормативы. Вот поступает вызов, Так, и в течение минуты мы должны уже выехать с части на место вызова. то есть вы должны, течение- звонок, минута, вы должны в машине да, сидеть и уже звонок, топать. минута, и мы уже должны быть. Очуметь. Ну, то есть, получается, вы все время одетые сидите. Нет, мы не сидим все время одеты. Ну, так это же- Ну, обычно повседневная форма, да, это, да, и в течение 20 секунд у нас есть боевая одежда, ну, вы увидите. Ну, понятно, там, да. Это как называется правильно? Ну, БОП. а? Боевая одежда пожарного. БОП. Водитель одежды. Ну, я бы назвал бы там, ну, не знаю, ну какая такая роба, да, короче, Ну, как, да, робосварщика такая, плотная из какой такой. да, она брезента. плотно именно из-за того, что тепло излучение должно проникать. Мгм. Ну, чтобы ты по огню мог пробежать, да. ну, условно. Да, и, правильно? и ничем не обжечься, да. Ничем И- не обжечься, да, желательно. Ага, и в течение 20 секунд 20 мы уже... секунд? 20 Так секунд это же как, прям- ну, обычно, ну, как она выглядит? Штаны вверх, каска, Да. маска, противогаз, может быть, да? м, Что входит? в одежду входят, сапоги, Так. комбинезон, Они такие прорезиненные, такие здоровые сапоги. резиновые специальные сапоги, Ага. Тоже, опять же, не с комбинезон, горами эти. да, верх, конечно же, и, каска, краги, Краги. Ну, подкастник должен быть. Ага. И Подшлемник. всё. Подшлемник, да. Так это как можно за 20 секунд это все Это надеть? за 10, люди вообще рекорд 6 секунд одевают. 6 секунд? Да. Даже, ладно, Есть такие, да. герои, да. примеры. А, кстати, между вами же соревнования еще Да, проводятся. еще много. Да, очень между много регионами, потому что у меня есть соревнований один товарищ пожарный, он, по-моему, куда-то ездил на Дальний Восток, там участвовал, какие-то места занимал. проходит. Мгм. Он говорит, якутская пожарная часть, говорит, одна из лучших. Да, есть. 6 секунд, это же немыслимо. Да, бывают такие. Да? есть Твой такие. рекорд какой свой? Э, Твой рекорд собственный. я- Личный рекорд. Личный рекорд я за 12 секунд. 12. Да. Ну, все равно, ну как. Вот ты стоишь, ну как, это как обычная одежда выглядит? Футболка, наверное, рубашка. Да, вот такой Вот же, так, да? Да, без И такой, папка, да. засекли время, 12 секунд, ты уже да. в робе, в краге, Мгм. каске, подшлемнике, все, вот уже одетый стоишь. Да. Ну, то есть надо каким-то образом специально, грамотно Ложить, все да, сложить. конечно, все это уже подготовлено стоит. Братва, выставляем. где мои носки? Никто так не Нет, орет. нет, да? конечно, такого, да. Предлагаю Кто взял сразу, мою что- каску? Такого нету, да? Нет, Все на своих местах, вообще очень строго все. да. Ну, то есть дело не до шуток, да, потому что действительно очень же серьезно. Это в соревнованиях, да, 20 секунд, а по факту мы когда уже выезжаем на пожары, Мгм. даже меньше там, не знаю, 13 секунд, 14 секунд, это чисто одел, сапоги. Прыгнул в китель, машину да, и вверх. вум. И уже в машине, да, одеваешься, вот каску, А, подкастник, ну. мог уже там. Ну да, По факту, Руки да. взял, уже по дороге можно же все Да. делать. Очуметь, Так, да, нам- это быстро, да.
Потому что Так. пожар, ну, как и скорая, да, ну, это же от быстрого реагирования. Так, нам надо сейчас уже валить. Вот это сушеный чеснок. Сушеный чеснок для аромата. Да, это Ух. такой чеснок везде есть, сушеный Ага. прям. Ага, Его зальем вот так, кто как по вкусу. ага. Я где-то вот так на глаз. Обильно, так. Ну, можно, я так понял, и чеснок покромсать. Можно и чеснок, Киргизский. да, действительно. И паприку И паприку. для цвета. И для аромата, да? Ну, для цвета, аромат, и он такой вкус дает тоже. Его слишком много тоже не надо. М. Так, перемешаем. И тоже тушится, да, какое-то время? Нет, сейчас А, уже всё? тоже основной момент. Макароны я готовлю в одной сковородке. Я его То есть- отдельно не варишь? отвариваю. Нет, Ага. это А, кстати, я как заметил- это практически высший пилотаж, потому что может получиться, может не получиться. я заметил то, что все, кто видят, вот то, что на одной сковородке готовлю, все это, все удивляются, а почему это так, а почему обычно же отдельно все Да, готовится. отдельно, а потом Да. смешивать, да? Да, нет, Ты ломаешь. ломаю, чтобы они не слишком, да, тут у нас вывалило. Ломаю. Так, нам нужен будет кипяток. Водичка? Да, Так. заливаем это водичкой. Да, ну чтобы макароны схватились. А, и побольше. Они в воде уже должны плавать. Да. Мы ставим И побольше помольше. огня, да? Ну, конечно. Так, посолим. Соль. Соль. Постовой у нас остается, в части должен быть человек, кто будет принимать, если кто-то придет в часть. Ну, всегда должен быть дневальный Мгм. в части. Ну, который И- за общим распорядком следит. Да. Невальный, и, ну. Постовой, он же кухонный. М. Тут по очереди заступаем, получается, постовым и кухонным, по факту кухонным. Он готовит на весь караул еду, завтрак, обед, А, ужин. ну то есть вам никто не готовит, там то есть нет специального мы повара? с собой еду не носим. Ага. Мы проходим на смену, скидываем деньги и покупаем. Ну, то есть на ваши продукты. сутки, то есть 3 раза прием пищи, Да. 3 раза прием пищи вы должны как бы это Да, приготовить и, на... и кухонный, отряд. да, и кухонный готовит постовой. Мгм. Э, А если не умеет готовить? Но если не умеет, он научится. Я, А не хочет, заставим, да. Кстати, я такие вот нормально готовить научился именно Там. пожарно. Ну да, как говорится, нужда заставила, да, Да. наверняка. Да, и меня научили, у меня много было подсказок, Ага. что как нужно готовить. А, Ну, коллектив учит, Дружные, мало- сказали. м- Дружные, молодым помогают, да? да, молодым помогают А, ну. обязательно. Мгм. Тут насчет коллектива скажу. Можешь как поле чудес привет передать своим друзьям. Мгм. Если наверняка эту передачу будут смотреть. Им Да, будет уже да, интересно. да, по-любому будут смотреть. А, На второму роллу, конечно, привет всем и вообще всем пожарным привет большой. а. И, ну, коллектив, он такой, как семья. Мы, Это здорово вообще. да, мы как одна большая семья, ну, мы должны друг другу доверять. У нас должны быть, конечно, слаженные действия. М. И доверять друг другу это очень важно. М. И тут не должно быть не должно быть негативных отношений. М. Все ко всем относятся очень уважительно, очень по-дружески, как к брату. М. Мы все-таки Команда. да, команда, и в трудных ситуациях, в больших пожарах все-таки доверяем нашей жизни все равно товарищам. Если что, товарищи должны будут выручить нас.
И Если что, не дай бог, да. да, Потому что это же очень тяжелая работа. да, это на самом деле это очень если Экстремальная. так, Ну, действительно граничащая, ну, с риском Да. для не только для здоровья, но и жизни порой. да, Да, что И может тут- все что угодно, как говорится, Господь нам отмерил, никто и не знает, а вы еще и максимально себя риску подвергаете. да, это очень, по идее, все это осознают. Мгм. Уже тут должен осознавать каждый, что могут быть опасные моменты Мгм. и должны помогать друг другу, конечно же. М. И помимо работы мы также с коллегами встречаемся. Ну, то есть общаетесь и вне да, работы. Ну мы- да, если вы как реально как мы семья, не- как братья, то Мы не почему- только да, почему бы и коллеги, нет, да. Мы прям даже, можно сказать, лучшие друзья. М, Но помимо работы мы также выручаем друг друга, также помогаем друг другу и Общаетесь. общаемся. Как сейчас говорить, WhatsApp своя группа есть. Да, конечно, обязательно. Ну, конечно, без этого никак. Да. Мгм. Общая группа. Ага. Слушай, ну действительно, как вы отдых проводите? Ну, то есть 3 дня отдыха, да, получается? Ну, сутки через трое же говоришь. 3 дня ну, Один день, ну, отсыпаетесь, скорее всего. Да, после смены отсыпаться Тяжело- это святое. все равно, когда на смене Ну ночью да, спишь, психологическое, это конечно, да. все это же- равно ложишься спать на всем готовом. Вот прям если что, выезд сразу должен быстро одеться, быстро. Поэтому так все равно психологически, морально человек, Стресняк, конечно, да. нормально не отсыпается все равно. Мгм. После смены всегда надо отсыпаться. И в эти выходные, ну, мы должны держать себя в форме, М, должны в свободное время дежурства э, совершенствовать навыки, психологическую и физическую подготовку, мы Мгм. должны следить за здоровьем. Спортзал. Да, обязательно. спортзал у нас там есть расписание, у нас есть свой полигон, спортзал. у нас есть свои полигоны по городу Якутску. И по расписанию мы ходим туда, занимаемся, готовимся. и Скорее всё всего, равно. ФП. То есть в форме себя поддерживать. Да, Ну, да. я вижу, вот, И хоп, да. в этих полигонах у нас все оборудование, все оборудовано. Мгм. Там у нас вышки свои, и по вышкам забираемся, Лазаете. тренируемся, да, Мгм. лазаем, прыгаем, бегаем. Мгм. Ну, в эти выходные мы должны быть всегда наготове. Все равно, да, да, на всё связи равно, быть, да. Да, на Если связи что, всегда дай быть. бог, да. Прям телефон отключать или беззвучный ставить вообще нельзя. Мгм. Мы, если что, надо сразу по подъему подняться и выехать на пожар, если пожар, не дай бог, большой. Мгм, на большой, ну, да. И поэтому выезжать за пределы города Якутска нам запрещается. Мгм. Ну, пока ты работаешь, да. Да, пока работаем. Во время отпуска, ну, сам Бог велел, наверное. Да, конечно, во время Ага. отпуска, естественно. И в эти выходные мы... Либо ставить известность, что где ты будешь, в какое время, да? Да, обязательно. Да. А Мгм. сам вообще, что ты любишь кушать? Я, ну, я люблю, конечно, вкусно поесть. Да, все Да. любят вкусно поесть. И, я люблю капусту. М, Тушеную капусту со ничего свининой. себе. Да? Да, это прям с детства, наверное, мое любимое блюдо. М. Я ее очень часто готовлю дома. Мгм. Ну И и она полезно, то очень- есть и ПП же она, ну как Да, сейчас она модно говорить. Такая легкая, да, Ага. можно сказать, и тоже простая, обычная. Ну да. Простая, вкусная, вот просто и вкусно это. Просто вкусно именно Да. про капусту, да? А больше как? Мясо, рыба? Как? Мясо. Мясо, да? рыба. Ну, тут у меня разделения нет, я могу как мясо, так и рыбу А. одинаково есть. Да. А к якутской кухне как относишься? Якутская, ну, есть у меня, конечно, нелюбимые, да, есть. Но- Что-то... Кстати, есть такое, да, которое вообще, ну, даже если очень голодный, не будешь кушать? Да, это сырая печень. Ух ты, Сырая да! печень, да, много кто, я знаю, много кому очень, много Как? кто любит. Якутский шоколад, ты что? Да, ну, вот так у меня вкусовые предпочтения сложились. Странно, да. Ну, как говорится, все впереди. Только Да? печень, вот, кажется, у меня, да, А. сырая. Ну, а все остальное кушаешь. Харта, Да. хан, Да, исмина. Это нормально? да. А, Всё. ну ты же татинский. Тати, что, жеребят не это? О, татинские жеребятины это как деликатес. Конечно, да. Ну, а что, Я даже когда-то вот удивился, когда один раз приготовили жеребятину и суп из жеребятины. Ну, Я
прям, вы что это? Это же деликатес, мясо в суп, жеребятину в суп, вы что это, как так? Мгм. Оказывается, в других районах наоборот, у них говядина в дефиците, у Ага, них, говядина, жеребятина. да, у них нет таких полей, где много сена не накосят, поэтому они держат именно жеребятину. Ну да, Ага. чуть более к северу, да, ну то Да. есть им сложно косить, все прочее, Да. да, а Из-за этого у них говядина в лошади, дефиците. да, больше. Больше лошадей. больше А у нас лошадей. же наоборот, у нас много полей, Мгм. поэтому мы больше держим Коров, да. коров. Да. Ну да, ну разные улусы, разные это, да. Так, что у нас на каком этапе-то? Уже скоро, У да? нас нет еще Уже скоро. Ну, Всё тут будет. же как бы у нас паста приготовилась и все. Кстати, ты Да, пасту как да. готовишь? Аль денте? Или нет, полный. полностью, да? Да. Ну, альденте я тоже люблю, но лучше предпочитаю полный. Полностью. Ладно, ну пусть так будет, как по-твоему. Итак, мы взяли чуть-чуть паузы. Жидкость основная вся выпарилась, и блюдо наше Готово. готово, да? Ну, давай пробовать. Самая любимая часть нашей передачи. Ну, давай в эту сторону, да. По чуть-чуть. И всё. Уи. Мгм. Ну, получилось практически как итальянская паста, нет? Ну, я итальянскую пасту не пробовал, честно Да? сказать. А ты побольше хочешь? Это тебе. Вот так. Да. Держишь? Да. Так, вилочку. Всё. Ну, давайте попробуем. Вот. Пасту от Уланбека Давлеталиева, старшего пожарно-спасательной части, который там и научился готовить. Как назовем блюдо? Макароны по-флотски? Паста итальяно. О, я даже не думал об этом, как Да? назвать. Да, ну ты паста, макароны от Уланбека. По-уламбекски. Да? Полумикс. По-уламбекски. Ну, соли, кажется, для меня мало. Соли для меня нормально. Вообще тема получилась. Так. Ну, получилось. Клево. Чуть-чуть аль денте даже получилось. М, Я люблю, когда паста аль денте. м. Уланбек, я думал задать тебе этот вопрос, но он такой серьезный, но не могу не задать. А бывает тебе страшно во время работы? Страшно. Да. Ну, я пока не попадал, кажется, в такие ситуации, где мне было страшно. Когда, Но я представляю, где мне было бы страшно. Не, ну страшно за себя, за жизнь людей, за жизни товарищей, Да, ну ну. либо что-то может случиться. Такое было один момент, когда товарищ провалился под крышу. Крыша была из шифра, и во время тушения пожара он, получается, Нагрелся провалился. Да. Провалился под крышу. Вот тогда мне было, это было страшно за товарища. Ну, как спасибо. Сразу, благо там уже температура спала, и там уже находиться было безопасно. Оказывается, как Ну, оказалось. спасли. Да, Ну, все было слава богу. нормально, Ну все да, обошлось. потому что я понимаю, что эта работа действительно же с очень большим риском, и реально экстраординарная такая работа, да. Вот, ну, время нашей передачи подходит к концу. Уланбек, тебе спасибо еще раз большое за такую беседу, да. Удачи тебе в работе, да, Спасибо. всегда все хорошо, пусть поменьше будет вызовов, да. И у нас такая добрая традиция есть. Пожалуйста, вот на камеру это пожелание для наших телезрителей. Телезрителям я бы пожелал, конечно, здоровья, успехов в жизни и, самое главное, пожалуйста, соблюдайте технику пожарной безопасности. Да. А я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях Уланбек Давлеталиев, старший пожарно-спасательной части номер 2 города Якутска. Уланбек, спасибо еще раз. А я, Петр тебе. Цыбандин. На этом наша программа заканчивается.
просто вкусно. Канал Якутия 24. Будьте здоровы, друзья, и кушайте как мы всегда. Просто вкусно.